Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. 4 грузинские оппозиционные партии обратились к лидеру сирийских повстанцев Ахмеду аш-Шара, объявленному новым президентом Сирии, с просьбой отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Они поздравили народ Сирии с тем, что под руководством Ахмеда аш-Шара была свергнута жесткая диктатура Башара Асада. Грузинский народ ведет мирную борьбу против нелегитимного авторитарного режима, поддерживаемого Кремлем. В связи с этим мы 4 ключевые демократические силы Грузии, представляющие волю граждан страны, их стремление к свободному и демократическому государственному устройству, обращаемся к вам с просьбой содействовать аннулированию признания Сирии независимости оккупированных Россией регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии. Отмечено в этом документе, датированном 23 января, который подписали Зураб Джапаридзе из коалиции «За перемены», Тина Бакучава из Единства национального движения, Иракли Купрадзе из «Сильной Грузии» и Бердия Сеченава из партии Гахария за Грузию. Абхазский дипломат Кан Таня прокомментировал призыв грузинской оппозиции к властям Сирии об отзыве признания Абхазии. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права концепция отзыва признания попросту не существует. Государство, признавшее независимость другой страны, может лишь принять решение о разрыве дипломатических отношений. Однако это не эквивалентно юридическому аннулированию самого признания. Более того, дипломатические отношения могут быть восстановлены в любое время, что делает подобные заявления грузинских политиков исключительно популистскими и юридически несостоятельными, заявил дипломат. Таня также отметил, что нынешние взаимоотношения между Абхазией и Сирией развиваются в рамках долгосрочного партнерства, основанного на взаимном уважении и исторических связях. Цитата: «Разрыв дипломатических связей с Абхазией не принес бы Сирии никаких политических или экономических выгод, но, напротив, мог бы усложнить и без того напряженную геополитическую обстановку», считает он. К другим новостям. После визита в Абхазию первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко снова заговорили о перспективах туристического сезона в этом году. Чиновник пообещал, что доступность страны для гостей в ближайшем будущем значительно улучшится. Он заявил, что аэропорт Сухума должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России уже в мае. Сейчас, как известно, к нам можно попасть только наземным транспортом, так как воздушная гавань Сухума закрыта с 1993 года. Разговоры о ее восстановлении идут не один год, сроки постоянно сдвигались, но сейчас перспектива кажется как никогда более реальной. Говорят и о тестовом полете уже в феврале. Аэропорт дорог к туристическому сезону, подчеркнул Кириенко, поэтому принципиально важно, чтобы строители выполнили свои обязательства к 1 мая, а для этого надо уже в феврале принять первый тестовый рейс, отметил Кириенко. Размещая информацию о возможном запуске аэропорта в мае, сайт «Эхо Кавказа» отдельными пунктами не преминул отметить, что Международная организация гражданской авиации не признает Сухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии, что код аэропорта аннулирован с 2006 года, а информация о нем изъята из документов. Напомним также, что эти оговорки коррелируют с реакцией грузинской стороны еще несколько лет назад, в которых отмечалось, что, цитата, МИД Грузии, а также Агентство гражданской авиации заявили, что международные полеты не могут осуществляться в районе так называемой оккупированной Абхазии, поскольку это противоречит международному праву, уставу агентства и законодательству Грузии. Конец цитаты. Продолжаем передачу. Много раз в наших эфирах мы поднимали довольно важную имиджевую тему для нашей республики. Это многочисленные попытки выдать выступления грузинских танцевальных ансамблей, коллективов, театров и других учреждений культуры на различных европейских сценах как выступления коллективов из Абхазии или абхазских коллективов. Так, недавно на сайте фестиваля Into the Open Music Festival Rituals в Берлине появилась информация о так называемом
в Государственном драматическом театре города Сохуми и его выступлении в рамках фестиваля. На этот момент обратил также внимание МИД Абхазии и в своем сообщении на официальном сайте ведомства отметил, что данный театр не имеет никакого отношения к Республике Абхазия. Обращаем внимание на то, что попытки Грузии использовать культуру, чтобы внедрить в сознание представителей международного сообщества постулаты о так называемых оккупации региона российской армией, изгнанием около 400 тысяч грузин из Абхазии и других, не имеет ничего общего с существующей реальностью, отмечено в сообщении МИД. Фальсификация истории не является чем-то новым для грузинской пропаганды, говорится далее, и отмечается, что грузинская сторона пытается стереть из памяти факт вооруженной агрессии в отношении Абхазии в 1992-1993 годах, используя в том числе пропаганду в сфере культуры, фальсифицируя историю. У представителей Грузии есть широкие возможности для озвучивания своей точки зрения, выступая на различных международных форумах, в том числе в ООН. При этом творческие коллективы из Республики Абхазия ограничены в возможности выступления за рубежом, в том числе из-за визовой политики стран так называемого коллективного Запада и целенаправленной изоляции артистов Абхазии из международных форматов разного уровня и направления по инициативе грузинской стороны. В связи с этим внешнеполитическое ведомство республики обратилось к организаторам музыкального фестиваля Into the Open в Берлине не оказывать содействия распространению ложной информации и использованию культуры в качестве инструмента для удовлетворения политических амбиций. Отметим, что это далеко не единичный случай использования культуры в качестве политической пропаганды. Такие казусы происходили многократно и ранее, и, видимо, будут происходить еще. Так, например, на март этого года в одном из концертных залов столицы Чехии Праги планируется выступление государственного балета Грузии под названием «Абхазети». В распространяемой на Фейсбуке афише мероприятия говорится о том, что Абхазети – это уникальное сочетание грузинского танца с современной хореографией и музыкой. Также отдельно уточняется, что, цитата, «война в Абхазии заставила в 1992 году артистов переехать в Тбилиси, однако утверждается, что Абхазети сохранил свой характер, навыки и уникальность». Конец цитаты. На подобное жонглирование культурными кодами и ценностями часто обращают внимание и реагирует на них полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба. Сегодня мы в очередной раз обсудили с ней этот вопрос. Приветствуем вас, Хибла, в очередной раз. И опять тема, которую мы неоднократно с вами поднимали в эфире и этой передачи общеабхазского телевидения. Это и, с одной стороны, это и авторские права на культурное наследие, на очень важные для нас культурные ценности, коды. То, как ими манипулируют в качестве политической пропаганды, мы опять видим. Как вам кажется, во-первых, насколько часто это происходит вот в Европе, вы живете конкретно в Германии, и почему стоит и важно на это реагировать? Добрый день. Спасибо еще раз за то, что вы выделяете нам время. И я считаю, что это действительно важная тема. Как бы часто мы о ней не говорили, она насущная, к сожалению, остается насущной. И мы каждый раз должны реагировать на какие-то новые такие вот случаи использования нашей культуры в целях политической пропаганды. И сейчас я знаю, что вас именно заинтересовало выступление, значит, театра, так называемого драматического театра города Сохуми. Вот в Берлине они участвовали в фестивале Into the Open, такой фестиваль в Берлине, музыкальный и театральный. И вот в один из вечеров они там, значит, выступали. Помимо того, что они позиционируют себя как театр из города Сухуми, они еще дают такую информацию на сайте фестиваля, как бы как анонс, свою такую краткую историю существования, что они представляют, значит, оккупированный регион России, что, значит, 400 тысяч было изгнано, и что они продолжили свою деятельность уже
находясь в Тбилиси, и как бы свои собственные пережитые ими истории они как бы ставят в виде спектаклей и Мгм. делятся как бы этим со зрителями. Ну, наша, конечно, первая реакция была написать и комментарий, и такой вот своеобразный протест. Мгм. Наш МИД отреагировал, мы разместили в соцсетях письмо МИДа, значит, по этому поводу. И что я могу сказать, значит, от себя? Вообще, как бы использование культуры, использование искусства в качестве инструмента пропаганды, это подменяет роль искусства. Оно перестает выполнять свою высокую миссию. Да, и поэтому, как бы, конечно, мы категорически не согласны с тем, что это происходит. Ну, к сожалению, это не единичный случай. Даже в Берлине мы это периодически наблюдаем. Вы знаете, вот хоровой коллектив выступал тоже, Мгм. и там, значит, к его выступлению было, значит, приурочена также речь посла Грузии в Германии и так далее. В общем, нам эта тема хорошо известна. Мы, к сожалению, уже привыкли к лжеистории, лжеполитике. Теперь мы сталкиваемся с лжекультурой. Да? Ну, факт остается фактом. Только нам надо с этим тоже как-то на это реагировать и с этим как-то бороться, потому что, во-первых, это прямое нарушение авторских прав. И в том случае, когда исполняются наши песни под фальшивыми названиями, мы об этом с вами не раз говорили, это нарушение авторских прав народа-создателя. Когда теперь уже мы видим, подменяется название коллектива и Мгм. используется вот это вот за многие годы наработанная слава, допустим, абхазского государственного ансамбля песни и танца, и под этим названием Абхазети, государственный ансамбль Абхазии, выступают они по всему миру. Вот сейчас мы видели с вами Да, анонс, да, в в Праге Праге. они Мгм. собираются Мгм. скоро выступать. Вот такое происходит. Ну, в общем, конечно, и надо реагировать и с юридической точки зрения. Второе, нам надо больше публиковать выступлений наших ансамблей, их значит, историю, их успехи, как бы вот даже в советские времена все, что было сделано, создать, наверное, специальный сайт Абхазского государственного ансамбля, капеллы и все, что у нас есть. В общем, мы об этом уже говорили, мы опять приходим к вопросу создания национального регистра, всенародного регистра «Национальное достояние». Я думаю, что мы эту тему обойти не сможем, и она должна быть у нас в приоритете. То есть вы Вот. это Я уже очень правильно, надеюсь, что простите, пожалуйста, Хибла, правильно ли я понимаю, да, что это вы уже говорите о том, что мы можем сделать в противовес, да, то есть какие меры да, могут быть уже нами предприняты для да. продвижения нашей национальной культуры. И вот мы уже говорили о регистре, это очень важный момент, но еще помимо этого, что бы вы могли сказать, предположим? А, По защите авторских прав я еще советовалась в Союзе композиторов Германии. Там есть специальные люди, которые занимаются профессионально защитой авторских прав. И мне посоветовали, что в принципе должна быть зарегистрирована как бы торговая марка М, ансамбля определенного коллектива, либо того произведения музыкального или любого другого, которое они исполняют. Вот оно должно быть как-то зарегистрировано, занесено. Вот как бы, как вот мы знаем, да, вот известная песня и есть официальное видео к ней, а все остальное, помимо этого, что публикуется в интернете, оно не является официальным видео, да. Вот аналогично этому надо действовать. Это что касается юридической стороны вопроса. Далее, значит, вот опять-таки, значит, публиковать больше наших мгм. выступлений из Абхазии. Конечно, больше стараться выступать за рубежом. Это мы знаем, с какими препятствиями опять-таки связано. Мгм. Вот. И третье, конечно, нам надо больше пропагандировать вообще свою культуру, да, и все время публиковать о ней информацию.
Да, что это такое? Что за ансамбль? За все советские годы сколько было выступлений? Только лишь в Германии. Во всех, значит, главных передачах ГДР они участвовали. Приезжали лучшие представители нашей интеллигенции, вместе с ними выступали. И вот это вот, все вот эти материалы, как бы нужно опубликовать информацию о них, Мгм. да, потому что когда выступает ансамбль, государственный ансамбль Абхазии, который на самом деле не является им, Мгм. да, что-то мы должны противовес этому представить. Вот такое у меня мнение. В общем, проблема большая. Я обратилась, как бы точечно реагируем каждый раз. В данном случае я обратилась и в МИД Абхазии. Я думаю, что в следующий раз, если он будет, нужно подключить и Министерство культуры Абхазии, и также я обратилась в Союз интеллигенции Абхазии, поскольку наша республика официально не является признанной в Европе, то МИД и Минкульт являются государственными структурами, и их письмо, оно может быть из политических соображений не получить Мгм. никакого ответа. Вот. А когда обращается Союз интеллигенции Абхазии или другая общественная организация, то я думаю, что у них может быть даже в данном случае больше шансов, да, что они могут, например, написать открытое письмо, вот как бы обратиться к той же интеллигенции, в общем, чтобы этого не происходило. Мгм. Потому что на самом деле это, конечно, вопиющий факт нарушения прав на культурное наследие в разных аспектах мы уже наблюдаем. Не только вот отдельно взятых каких-то произведений, но уже целых коллективов. Мгм. Да? Я Да. считаю, что это наше огромное богатство, и мы должны как-то стараться его сохранить. Да, я совершенно согласна. А еще хотела бы спросить ваше мнение о том, что вот в современном мире, где огромную роль играют социальные сети, блогеры, да, и, между прочим, многие блогеры с огромной аудиторией, они тоже диктуют повестку, тоже могут быть такими очень точечными, скажем, передатчиками информации. Как вам кажется, вот как можно с блогерами работать вот в этом смысле для продвижения абхазской культуры? Как вы считаете? Да. Я даже эту информацию получила в качестве рекомендации от искусственного интеллекта. Одна из идей. Блогерам нужно обращаться, конечно. У них огромная аудитория. И вот блогерами обычно являются молодые люди, да, в основном. Молодые люди, они очень хорошо владеют этой технологией. Мгм. Как бы у них очень обширная аудитория. И я думаю, что к блогерам обязательно нужно обращаться, чтобы иной раз блогер может большего достичь, чем государственная структура. Вот в таком мире мы живем. Мы сегодня живем в информационном мире, и поэтому, в принципе, так уж нас ограничить невозможно, что мы совсем ничего не можем сделать. А каким путем, как мы будем защищать свою культуру, я думаю, что тут вообще никаких ограничений быть не должно. Понятно. Большое спасибо, Хибла, что ответили на наши вопросы и нашли на это время. Благодарим. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.